2014 год – год празднования 40-летия старта стройки 20 века. Так в свое время было названо строительство Байкало-Амурской магистрали. В честь этого события в стране пройдет множество мероприятий. Основные развернутся в столице Бама-Тынде. А начало было положено в Москве, где состоялась международная конференция под названием «Байкало-Амурская магистраль. Геоэкономика железнодорожного транспорта и ее роль в развитии Сибири и Дальнего Востока». Проведение международной конференции «Геоэкономика железнодорожного транспорта и ее роль в развитии Сибири и Дальнего Востока», хоть и была приурочена к юбилейной дате, носила чисто рабочий и очень конструктивный характер. Спикеры мероприятия, а это представители президента России, министры российского правительства, первые лица главного железнодорожного предприятия страны, говорили о принятом плане строительства и развития магистрали, финансовый объем которого составит более 560 миллиардов рублей. Развернуты работы на 564 объектах. В этом году уже будет освоено более 60 миллиардов рублей. Будут введены первые перегоны строительства вторых путей. По сути дела, проект дан старт. Проведена колоссальная подготовительная работа, как было сказано в ходе мероприятия. Правительством России утвержден график строительства, принято решение о выделении средств, создается законодательная основа. Сегодня очень много говорили о росте объема грузопотоков, о необходимости расширения восточного звена Байкало-Амурской магистрали. И эти решения, они сегодня приняты на федеральном уровне, и этот проект уже начал свою реализацию. Наша республика напрямую связана с этим стратегическим объектом, поэтому для участия в международной конференции была сформирована делегация, в состав которой входили представители исполнительной власти, железнодорожных строителей и железнодорожники-эксплуатационники. Модернизация БАМа или его развитие, оно является очень важным, и в том числе и для Якутской железной дороги, как одного из участников в целом этого процесса. К сожалению, на наш участок не попадает средства ни на Якутской железной дороге, ни на ветку Тында, скажем, Нерюнгри. Но развив саму станцию Тында, увеличив ее возможности, конечно, и наш участок автоматически будет работать лучше. Слова генерального директора железных дорог Якутии – это не просто ожидание или предположение. Стратегия модернизации Байкало-Амурской магистрали направлена на образование пояса развития примыкающих территорий. Александр Лысак, Наталья Сазонова, Александр Стручков, НВК «Саха», Москва.